Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас замечательная девушка Инна Вербицкая, врач-косметолог, врач-дерматолог и пластический хирург. Верно. Класс. Инна сегодня с Москвы прилетела прямо в Якутск для того, чтобы дать нам интервью. Да. Но на самом деле не только поэтому, потому что здесь, очевидно, ждут тебя твои пациенты. И как у тебя по возможности ты всегда здесь, то есть как раз в сезон, получается, да? Бываю, да. Да. А сейчас самый сезон, да, косметологии? Типа перед летом на полную, или нет такого сезона? Ты просто так сказала сезон? Или всегда сезон. Всегда сезон. Ну, я вот хотела сегодня еще поднять тему, связанную с мифами, наверное, да? Мне кажется, все-таки очень много мифов про У косметологию. меня очень много вопросов. Да? Чтобы мифы создать, нужно еще ответить. Вот. И, конечно, про тренды, потому что вот если 5 лет назад, я помню, что все ставили скулы, губы, что-то там добавляли куда-то, то сегодня как будто бы все прям транслируют в соцсетях, что все, я все убираю, я теперь за естественность, да, вот это вот все. Это вот правда такой тренд или это все-таки, как говорится, люди начали экономить и такие, все, теперь я не буду ничего подкалывать, просто буду экономить и скажу, что я осознанная. Я не знаю, как это работает вообще. Мне кажется, что люди просто увидели, что они где-то переборщили в какой-то момент своей жизни. Относительно себя могу сказать, что я не приверженец трендам ни в своем лице, ни в работе. Поэтому что 5 лет назад, что на сегодняшний день принципиально мой подход к ведению пациентов, он не изменился. И я в своей практике небольшое количество сделала дополнительных объемов, так как это действительно подходит не каждому лицу. Поэтому, что касается трендов, я не следую движению тренда. А вот как быть, если вот вам кажется, что нужно кому-то что-то сделать, а люди же обидчивые? Как вот в этой ситуации вы говорите, что типа вот здесь вот нужно, тут морщины, тут вот овал нужно поправить, тут, не знаю, скулу добавить, вот тут вот. Или как-то ждете, пока человек сам скажет, что он хочет? Ну, во-первых, мне не кажется, я определенно точно это вижу. Что касается этики в отношении с пациентами, я, конечно, ее придерживаюсь. Когда я начинаю общение с пациентом, я, во-первых, спрашиваю, что вас ко мне привело. И таким образом пациент может озвучить то, как он это видит, и то, как он это понимает, называет определенными словами. Потому что медицинский язык и обычный человеческий, они как бы друг от друга отличаются. Поэтому, когда уже начинаешь объяснять с позиции медицины, что у вас вот здесь там произошла утрата жирового пакета в глубоких слоях, то пациент не обижается, потому что ты ничего... Потому что ничего не понял. Потому что ничего не понял. Прости. Вот. Я потеряла свой жировой пакет. Где-то в пакете с пакетами. Ну, как-то так. Вот, поэтому объясняешь просто, где какая связка, растянулась, ну и, соответственно, выбирая такие, наверное, деликатные слова. Мне никогда пациент еще ни разу не говорил, что вы меня там оскорбили или как-то обидели или унизили своим, Надо уметь. своим резюме. Кстати, про обиды вот поделюсь. В общем, когда-то первый раз в жизни я обратилась к косметологу. Вообще я пришла просто на чистку лица. Ну, то есть у меня не было запросов даже на какие-то вмешательства, там, может быть, ботокс или что-то еще такого плана. Я вообще не планировала. Ну, то есть и даже не думала, что мне надо. Это было, я не знаю, наверное, лет 7-8 назад. То есть мне было там 25 где-то лет, может, чуть больше. И получается, я, значит, сижу, как бы мне сделали чистку, и потом она мне говорит, говорит, ну слушайте, ну у вас-то уже все, начались возрастные изменения, вам надо вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда ботокс. Все, говорит, еще бы я бы на вашем месте, говорит, бы вот тут подправила, что там сказала, и я вышла, еще знаете, как в кино шел дождь, я шла, и я думала, я урод.
Ну, то есть я реально, даже не смогла ей ничего сказать. Я такая, спасибо. Я сказала спасибо. Ни за что. И она такая, я могу вас, если что, записать. А я вообще не хочу никуда А я не записывать. хотела, да, я еще молодая. Да. И я просто шла домой, я прям помню, что я шла, и было мокро. И еще же после чистки лицо какое-то такое, знаешь, красненькое, но это как бы не очень симпатичный, такой со своими вот этими, знаешь. И я А иду, вот по мне поводу было чисток. ужасно. Это вообще еще актуально делать чистки? И стоит ли делать их? Вот, допустим, я начинаю задумываться о том, что, наверное, если у моих детей начнутся какие-то вот пубертатные проблемы с кожей, я, наверное, не поведу их к дерматологу, а сразу запишу их к косметологу, потому что, мне кажется, хорошие дерматологи — это мой лайфхак. Кстати, я считаю, что вот там их нужно искать, хороших дерматологов в косметологии. И нужно ли детей, вот, допустим, приводить на эти чистки, и взрослым нужны ли чистки вообще? Потому что я где-то слышала, что как будто чистки уже не очень актуальны, что не надо там ковырять это лицо. Надо или не надо ковырять лицо? Не всегда это надо. Например, если мы говорим о коже, на которой нет никаких элементов, то механическая чистка, которая предполагает экстракцию, выдавливание, она действительно не нужна. Но есть и актуальные чистки на сегодняшний день. Это вакуумные чистки, это hydrofacial, да, и вот такого плана, когда наносится через носик раствор, и идет такое обратное всасывание этого раствора и с поверхностными чешуйками, клеточками кожи. То есть это тоже вариант чистки. Я делала, оно прикольное такое, влажная как будто какая-то, да, такая штука? Да. Ага, всё, вспомнила. Ультразвуковая чистка — это тоже эффективная процедура, потому что у нас что образуется на коже? Себум, да, и, соответственно, клеточки, они начинают скапливаться, это называется гиперкератоз, и вы смотрите в зеркало, видите какую-то такую шероховатость, какие-то такие, какие-то черненькие, да, ну как угри открытого плана, да, то бывают беленькие тоже, когда кожное сало немножко так приподнялось на поверхность кожи, но ни туда, ни сюда, так сказать, ты ковыряешь, оно не сковыривается, да. Комедоны. Правильно? Да. Вот. Соответственно, наносится специальная маска, которая растворяет поверхность кожи, и далее ультразвуком аккуратненько это все устраняется. В принципе, это тоже такой, не могу сказать совсем атравматичный метод, потому что иногда он требует тоже некоторого усилия. Да? Соответственно, если есть усилие, некоторое небольшое повреждение, неприятные ощущения и небольшая реабилитация в виде легкого покраснения, легкой розовизны и небольшой отечности. Но это, в принципе, допустимо. Если, например, человек не хочет делать чистку вообще никакую, можно использовать химические пилинги, потому что тоже у нас будет отшелушивание поверхностных слоев кожи, выравнивание рельефа, ну и, соответственно, доктор, он может определить на приеме, где-то немножечко подчистить, то есть не выдавливать все лицо, а только в каких-то определенных местах, где он там обнаружил эти комедоны. И нанес пилинг, и, соответственно, где-то через неделю после пилинга уже заметен результат, потому что кожа такая более гладкая, более блестящая, не как жирный блеск, как такой перелив, отлив у кожи появляется. Слушайте, у меня сейчас я сижу, слушаю, думаю, она в конце выпуска возьмет с нас деньги за консультацию, потому что я сижу очень внимательно такая, запоминаю, думаю, походу это уже стоит денег, вот эта информация, нет? Нет. Нет? Ну ладно, уже начинаю волноваться. Вот относительно детей, действительно необходима вовремя оказанная консультация, потому что не всегда стоит прибегать к чистке, потому что в том моменте, когда комедонов, например, уже много, это больно, и это тоже травмирующий опыт для ребенка, и стараются врачи не брать детей на такую процедуру, назначить домашний уход, аптечные средства и отшелушивать поверхность кожи, нормализовать работу сальных желез уже таким вот бесконтактным способом. Дисклеймер очень важный. Я просто как-то обжигалась, я однажды пошла на чистку к косметологу-эстетисту. Нужно очень внимательно смотреть, потому что там мне сказали, что мне нужно ходить на чистку каждые 2 недели. И потом я поняла, что я не туда записалась и перезаписалась к косметологу, дерматовенеролог, как это называется.
И там уже мне сказали, нет, чистка хватит, назначили мне лечение, и все стало вообще супер. Ну, как бы нужно Ну, еще то есть смотреть, кто тебе дает советы. К врачам Да, все-таки лучше к идти. врачу идти, конечно. Я не отрицаю, что эстетист тоже может проводить. Эстетист – это медсестра. То есть это тоже специалист, который обладает функционалом проводить такую процедуру. Единственное, что если, Ну, а например, советы давать, что вот как тебе это вылечить? Если она рекомендации есть? по уходу могут дать, а советы, как вылечить, тогда это уже врачебные рекомендации, потому что назначение лекарственных препаратов – это уже прерогатива врача. И если, например, есть такой вариант, когда назначается раз в 2 недели, я так не делаю, но это не значит, что такого нет. Когда, например, у пациента комедональная форма акне, его лечат, и у него очень много пупырышек на лице, и в них застойное кожное сало, и если их не эвакуировать, то они все дальше как бы идут в следующую стадию развития, они начинают нагнаиваться. Поэтому... Блин, это очень круто, потому что, мне кажется, раньше в косметологии была такая агрессивная среда. Наоборот, когда друг друга косметологи очень сильно, не то что не поддерживали, Ну, это да. а вот так вот, что типа, ну, конечно, пошла вот к ней, она-то, у нее руки вообще там, господи, что с твоим лицом? А тут наоборот, да, такое поддерживающее, то есть пытаться какую-то человечность большая. Ну, круто. И еще вот недавно тоже с моей знакомой с ней разговаривали, ну, то есть она там выложила какие-то сторис в соцсети, и такая говорит, вот, я там сходила к косметологу на консультацию, мне, говорит, назначили, и там она вот пишет, типа, что, ну, как после консультации там у нее какой-то огромный перечень там всего. И она говорит, девочки, типа, я вот первый раз вообще, то есть, а ей уже, ну, 40, ну да, вот так вот. И она говорит, типа, вот я первый раз, то есть я до этого вообще, ну, то есть вот на такие процедуры не ходила, проконсультировалась. Я, говорит, не понимаю, мне надо вот как бы это все делать или не надо? То есть, и человек спрашивает в сторис. Ну, понятно, да? Ну, то есть как бы, что там будет, ну, то есть миллион рекомендаций экспертов, которые куда-то ходили, что-то делали. И я подумала про себя, то есть я тоже ей дала рекомендацию. Очень трудно удержаться. Да. Но она спросила, очень важно, она спросила. И я, короче, ей сказала, говорю, консультации преимущественно везде бесплатные. Я говорю, запишись еще к другим нескольким косметологам и как бы, ну, посмотри, что скажут другие. То есть, что, ну, я вот такую рекомендацию дала, потому что, на мой взгляд, это вот мое мнение, что иногда, особенно когда ты раньше не ходил, ты как бы не можешь оценить, и твои друзья в сторис тоже не могут оценить, я думаю, типа, сколько тебе на самом деле нужно сделать. И что если ты можешь сходить к одному врачу на консультацию, к другому, и как бы выявить какой-то, ну, совпадение, я так думаю, это, знаешь, по большему количеству совпадений. Если там, типа, совпадают рекомендации, то это точно надо, нет? Как будто бы зависит от того, что где работает косметолог, и что у них там есть. Не у всех же есть там аппараты, они же очень дорогие, какие-то аппараты, какие-то там виды препаратов. И, конечно, мне кажется, будут советовать то, чем располагают. Вряд ли они скажут, вам бы вот это, но... Ну, у нас нет. А мне кажется, хороший врач мог бы так сказать. Да? Ну да, кстати. Как будто бы да. Ну, как ты считаешь? Да, я сейчас выскажусь. Давай. Мы такие сами. Значит, смотрите, косметология – это не математика. Я часто говорю эту фразу, да, то есть там не 1 + 1 = 2, потому что каждый врач, он вкладывает в себя определенные знания, определенную информацию. Например, он узко специализировался по определенному аппарату или по какой-то определенной нозологии, направлению, например, там специалист по отечно-деформационному морфотипу. Ну, я утрирую сейчас, но я к тому, что действительно рекомендации разных врачей могут отличаться, потому что, например, один врач больше делает инъекции, и он даст вам рекомендации с позиции инъекции, другой врач делает аппараты, он даст вам соответственно, по поводу аппаратов, а третий делает, например, аппараты и инъекции, и он в ваш план включит и аппараты, и инъекции, и вот у вас уже 3 разных плана. И что делать? Что делать? Я в этом случае бы посоветовала, наверное, обращать еще на какие-то личностные качества. Для чего это делать? Я просто относительно себя говорю. Вот если я понимаю, что мне с человеком комфортно, я чувствую профессионализм, я понимаю, что я здесь испытываю безопасность, я могу довериться, соответственно, я приму рекомендации от данного специалиста. Касаемо моего личного обращения к врачам в Москве, я тоже его придерживаюсь. Если я понимаю, что мнение врача, оно
не то чтобы вызывают у меня сомнения, но я, например, в этой области не разбираюсь, и мне просто нужно еще второе мнение второго специалиста, то я его получу, и уже дальше я буду думать, что мне с этим делать. Мне пойти по вот этому пути или по вот этому. Поэтому получать консультации в разных местах, в принципе, в этом ничего прям плохого нет. Потом, что хочу сказать по поводу разных мест, разных аппаратов и разных препаратов. Это ведь тоже хорошо, потому что, например, я, когда даю рекомендации, я говорю, вот на этот аппарат вы пойдете вот в эту клинику, потому что он там есть, а на вот этот аппарат пойдете вот в эту. А, например, именно вот такой, он есть в разных клиниках, соответственно, вы можете выбрать его по стоимости процедуры. Еще какой есть критерий? Не только это основополагающее для выбора, есть еще и насколько врач владеет той или иной техникой. Просто я не знаю большого количества прям врачей, чтобы конкретно таргетированно отправить. Да, я могу отправить к своей коллеге, в которой я 100% уверена, да, и зачастую я так и делаю. Да, то есть пациенты, которые были у меня, я говорю, дальше вы идете и получаете уже процедуры у вот определенного доктора. И если есть возможность, мы в этот день работаем вместе, тоже я сразу же знакомлю, чтобы у человека тоже уже возникло определенное вот это чувство безопасности, доверия и зрительный контакт. Тогда тоже все складывается, да, и человек не чувствует себя оставленным, чтобы я уехала, да, а он вот остался один на один. Так вот, что касается направления, например, в совсем неизвестное мне место, то в таком случае я, конечно, тоже не могу быть уверена, что проведется точно так же, как это бы провела я. То есть, например, один и тот же аппарат с масс-лифтингом можно сделать процедуру совершенно по-разному, потому что нужно владеть параметрами, да, нужно понимать, на какой глубине, где ты собираешься работать, и какое количество линий провести, и так далее, и так далее, и так далее. И все это... Ну, то есть, типа, это же не просто вот так поводил, Это не просто поводил. а выглядит-то со стороны как будто просто. Ну, то есть, понимаю. честно скажу. То есть, как обывателю, то есть, мне делали смаз, и по ощущениям, ну, то есть, то есть, вот что-то водят там вокруг тебя на лице, вокруг лица, и все. Я не видела, что там делали. Ну, я просто помню, что там вот так делают, вот так, да, и там во рту что-то делают. Все, вот так. Во рту это фотон. А фотона, да? Это другое еще. Это другое. Ну, смаз мне тоже делали, я помню. А мне во рту фотону не делали. Вот, видишь. Но это не... Почему? Ну, значит, не надо было. Это значит, был разный протокол, потому что на фотоне По-разному же. есть огромное количество процедур, которые можно вылечить, так сказать, даже лечение храпа, но это не реклама, это просто... А вот аппараты, да? Да. Сейчас же очень много домашних аппаратов. Вот есть цветовые маски. Я Вот очень это вот люблю тоже цветовые. инстаграмная Конечно. тема, на мой взгляд. Я купила. Ну, Потому я- что я- мне каждый раз делать, я прям вижу, мне кажется, у меня кожа сияет после этого. Такая реклама. Ну, их очень много, поэтому это же не реклама, они же разные. Да. Вот. Потом микротоки, вот эти всякие штуки, они нужны? А если нужны, то какие лучше? Микротоки надо дома держать? Но вообще эта штука полезная, потому что даже если люди забывают пользоваться в обычной жизни этим, ну, типа лежит, да лежит, я ж купила, я молодец. Но когда случается какой-то вопросик, например, отечность, да, или там после процедуры гематома, или даже там в реабилитации после операции я своей сестре назначала, она после ринопластики приобретала вот такой домашний гаджет, потому что, чтобы ребенка не оставлять и не ездить на реабилитацию на микротоке, она в домашних условиях быстренько отечности, Они, да, синяки. снимают У отеки. меня есть же тоже аппарат с микротоками. Я, честно, он у меня лежит, и я им не пользуюсь. Да, Мне у меня подарил, нет. мне муж подарил, а я понятия не имею, как Надо им пользоваться. Он у меня просто лежит. Все просто. Я надо прочитать. Да, кстати, хорошая идея. Он так и лежит, кстати. А чем отличаются профессиональные аппараты от домашних аппаратов? Конечно, мощностями. Поэтому вы ими себе не навредите во всяком случае. По эффективности, ну да, может быть, они будут составлять там 40% от эффективности профессионального оборудования. Ну, может быть, я преувеличила, не 40, а 25, но это все равно, например, лучше, чем вообще ничего. А касаемо вот этих масок световых, они, в общем-то, тоже не вредят. Не полезно, что ли? Но они не вредят. А если это как плацебо? Если я верю. Я верю, очень верю. Ну, там тоже есть такой дренажный эффект, там есть такой микростимулирующий эффект. Аппаратура, которая
в большом своем таком, в большой Хелио, своей да? форме Хелио, да, и Ревиксан. Вот эти две лампы — это фотодинамическая терапия, и это действительно фотодинамическая терапия, потому что там, чтобы активировать вот этот вот свет, да, и действие этого света, нужно нанести специальную маску. То есть человек сидит сначала в этой масочке полчаса, и потом уже над ним ставится лампа, включается тоже в определенном времени, с определенной там подачей определенных длин волн. То есть это все регулируется, да, это для вас просто ощущение тепла и света, а для нас это наука. Ну, классная лампа. Это еще как будто она, мне кажется, как-то на психологическое состояние влияет. Слушай, на меня влияет даже тканевая маска и вообще в целом тишина 15 минут. Честно, то есть меня это вообще реабилитирует моментально. Мне кажется, что типа это зависит от того, насколько ты сильно в это веришь. Ну, я шучу. Ну, то есть я реально, вот у меня, ну, то есть если мы говорим про спокойствие, то у меня восстанавливает тишина и любая вообще маска на лице, лишь бы меня никто не трогал. Она тебя приковывает к креслу. Да, я такая просто. У меня информационный детокс, все молчат. Все знают, что если я маску налепила, надо молчать. Это как сигнал о том, что все, это последняя капля. Спасительная маска. Да. А к корейской косметике мы как относимся? А корейская косметика есть и профессиональная, Да. и я не могу оценить то, что всю косметику, но та, которая является профессиональной, соответственно, на нее врачи должны учиться, да, получать информацию, как с ней работать. И я могу сказать, что я сама пользователь корейской косметики. Я тоже вот стала. 345-й. Ну и, собственно, в назначениях я тоже ее рекомендую. Угу. А что касается, например, темы, например, именно хирургии, да, сейчас, например, есть разного рода операции, связанные, например, с тем, что убирают там круги под глазами, то есть это физиологические какие-то особенности, которые устраняют за счет... Не круги, мешки, да, грыжи вот эти жировые. Да, да, вот когда-то, я просто не знаю, как это правильно называется, поэтому я не знаю, как правильно. А круги-то как? Это же синяки, это же вены, как их? Или не знаю, вот как вот правильно. Мешки, наверное, правильно сказать, да, мешки, скорее всего, я про них, скорее всего. Да, то есть что... Я сразу синяки можно убрать? Как? Да, то есть делают блефаропластику и многое другое. Вот я, например, понимаю, что блефаропластика. Да. Вот. Я понимаю, что в целом это достаточно, на мой взгляд, необходимая даже бывает мера, потому что, правда, века нависает, и реально человек начинает хуже видеть. То есть это, на мой взгляд, как бы... Гравитация бессердечная. Да, то есть что, да, то есть в целом, когда лицо там у нас опадает, понятно, то есть глаза они тоже у нас что-то, как-то... В общем, становится хуже ситуация. Вот с этим, да, как вообще, бывает ли это, скажем так, прихотью человека, когда, например, не очень надо, но делают, либо же это прямо по назначению врача, что врач такой видит, а вам, дорогой пациент, надо уже убирать мешки под глазами. Ну, как это обычно происходит? Пациент, например, приходит к косметологу и говорит, я хочу устранить мешки под глазами, грыжи под глазами или там нависание верхнего века. И вот тогда косметолог честно признается в том, что это можно сделать только хирургическим путем. Да? И уже пациент, если он до этого не знал, что ему нужно к пластическому хирургу, в этот момент он уже осознает и обращается целенаправленно, да? Потому что косметология в область орбиты не лезет. То есть ее пределы — это костный край орбиты. Что касаемо кожи, да, есть процедуры, которые можно делать на кожу. Это биоревитализация, мезотерапия, можно делать игольчатый РФ-лифтинг, но все, что можно выдвинуть на костный край. Вот. Что касаемо инъекций, да, есть такие инъекции, которые можно вплоть до ресничного края обколоть, но это все профилактические меры. То есть это не сократит кожу, это не уберет грыжу. И, соответственно, если грыжа есть, то ее либо удаляют, либо перераспределяют. То есть подшивают таким образом, чтобы она послужила подушечкой для вот этого западения, да, которое имеется. Вот, поэтому
обычно пациент самостоятельно хочет Мгм. улучшить себя, и в отношении пластической хирургии, ну, то есть не могу сказать, что хирург прям говорит: ой, вам надо, как вы так ходите. То есть обычно это Мгм. Человек сам в обратную чувствует, да, человек сторону. сам чувствует, что что-то не так, да. Да. А если человек считает, ну вот он пришел, говорит, мне вот нужно сделать вот так, а вы видите, что не надо ему этого Я делать, так и скажете? говорю. Не надо. Пациентам часто кажется, что они как-то хотят какой-то определенный препарат, они там что-то где-то посмотрели, у кого-то увидели, и приходят, Я говорят: из этих. мне вот это. Да, но вы, когда к терапевту приходите, вы не говорите: мне амоксиклав, рецептик выписываем. Вот, то есть здесь то же самое. Не, ну а если оно полезно, если вот тебе говорят, нужно проколоть там биоревитализацию, а я слышала про сперму лосося, и мне хочется, я говорю, хочу, блин. Они мне говорят, да ладно, давай. Ну как бы, а что, они же вроде не сильно отличаются, так нельзя. Они сильно отличаются. Да? Ну блин. Препараты сильно отличаются. По поводу плиноста хотя бы я могу оправдать ваше решение, поступок и желание, потому что действительно вы им себе опять же не навредите, потому что это такое обновление клеточного пула, обновление регенераторных, усиление регенераторных способностей, Ну поэтому вот, я к тому, как что бы оно же вроде добро. всё не вредное. Но все Такое. не вредное, хорошо, допустим, но оно должно назначаться по показаниям, понимаете? То есть это понятно, что есть веяние там, моды, вот там весь Запад и вся Москва уже попробовали, а мы в Якутске сидим тут Да. без этого дела, без лосося. Без плаценты. Еще нам нужна плацента. А что касаемо вот этого самого плиноста, который мы подняли, это не новый препарат, ему уже лет, наверное, 6 или 7 так точно, если не больше, не могу сказать, когда именно он вышел на рынок. Просто вот такой популярности, огласки он придался в последнее время, но это не какая-то прям Когда сверхновинка. кто-то сказал сперма лосось, мы все такие, что? Сперма Не лосось? боишься, что это выражет? Нельзя говорить про сперму лосось. Нет, вообще слова. А, Про лосося можно. ну, это не так называется, как-то по-другому же называется. ДНК Педи- лосося. ДНК лосося. ПДРН. ПДРН, да. ПДРН. ПДРН. А что такое ПДРН? Полидезоксирибонуклеиновая У кислота. меня просто есть сыворотка, я думаю, это можно на ночь или нет? Я хочу тебе показать. В общем, мы, с Сашей, значит, сделали вот в тренде то, что было буквально недавно в интернете. Все делали через GPT-чаты, через интеллект, типа, сделай мою фотографию, типа, я жертва косметологии. Вот. И я, например, ожидала, что я, типа, сделаю, и я буду какой-то лучшей версией себя, типа, знаешь, как в этом, как его зовут? В субстанции. Ну, вот смотри, что получилось. Как ты думаешь, что оно мне добавило здесь? Ну, здесь как будто бы брови стали более вздернутые. И как-то века я не очень узнаю. В области средней трети лица слишком такой выраженный объем. Кончик носа, да, спинка носа и ноздри совершенно тоже Не мои, да? нет. Форма челюсти тоже Короче, не твоя. реально точно, Слишком я даже не вытянутый подбородок. Ну, про губы просто же это хороший очевидно, подбородок. да, что это первое, на что мы обращаем внимание. И, тоже, то есть если бы тебе вот это могло понравиться в 20 лет, то в 30 это уже... Ну, да, я... А когда Моветон. одевается весь этот гель? Он когда выводится? А это Саша, вот смотри, какая она. Да, я сейчас прокомментирую. Да, здесь определенно точно тоже нос совершенно другой. А когда у человека другой нос, то внешность его абсолютно меняется. Вот. Здесь я могу сказать, что тоже сделали, искусственный интеллект сделал положение брови выше. То есть у Саши бровь Еще выше. ниже расположена. Да, вот так. Да. Вот, и в средней зоне как будто бы еще есть дополнительный объем. Совсем спрятал носогубку, она, как бы естественно, она все равно будет, она и у детей есть. И, в объеме губ, конечно, прибавилось. Да, но вообще на самом деле, и я вот, например, реснички мне когда нарастить. когда выкладывала эту фотографию, одна моя подруга, знаете, что написала? Говорит, слушай, ну тебе так лучше.
Она говорит, ну смотри, классно же, говорит, тебе. Почему ты ее называешь подругой? А после А я тебе этого потом скажу, кто это. Я вот Это догадалась. наша подруга общая. И я Была. такая думаю, ну спасибо, блин. Ну, это подруга Карди Би, правильно? Да. Но она просто любит это. В смысле, она всем То есть желает хорошего. Да, эстетика. То есть и я понимаю, что для кого-то такая картинка это как бы красиво, эстетично и так далее. Но мне, например, ну, то есть считаю, что косметология это окей, типа все это классно и делать надо, безусловно. Но как у всего, да, у всего должна быть мера, и мне кажется, что основой все равно должно оставаться твои физиологические особенности. Ну, то есть если ты вот такой человек, то как бы, ну, оставайся, ну, ты же уже придуман классно. Вот смотрите на рыбок, они же красавицы, все рыбки красавицы. Но мы же не рыбки. Но они тоже разные. И как бы и вот рыбки там плавают себе, и вот каждая уникальная, Откуда ты красивая. знаешь, что думает про себя рыбка? Ты знаешь, мне больше всего нравится, у меня вот есть подружки, которые, ну, совсем красивые, но там не к чему придраться, они себе придумывают какую-нибудь фигню. И я про Типа тебя тоже так толстые думаю. коленки, жирный копчик, какая-нибудь вот такая нелепица вообще просто, мизинец какой-то вот. Кривой. Как жить? такое действительно есть, даже самая красивая женщина не считает себя красивой, да, там интервью Анджелины Джоли или каких-то еще таких Да, кстати, да. высоких звезд, это есть. Ну, здесь, если прям совсем все в себе не нравится, у меня один раз был такой случай, когда пациентка пришла ко мне и сказала, что ее вообще никто не устроил из косметологов города. Я такая напряглась, думаю, да, я тут при чем? Да я как смогу вам, если вас никто не устроил? Я говорю, ну хорошо, давайте вернемся к тому, что в каком возрасте вы себе нравились. И человек сказал, ни в каком. Ну, соответственно, я ничего не могу предложить. Это другой специалист Я уже никак нужен. не могу помочь, когда я 100% тоже буду находиться в зоне red flag, да, что я тоже не помогла ничем, а может быть сделала хуже, да, поэтому вот в таком случае я даже не берусь. За эту работу. И да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что очень часто я как стилист раньше же стилизовала очень много фотосессий, и тоже я поняла, что на самом деле очень многое зависит от восприятия человека себя. То есть если человек себе нравится, если человек себя любит, то он в любом образе, в любом вообще вот моменте очень хорошо себя воспринимает. Но если у человека есть вот эта вот какая-то доля сомнения в себе, в самом, и как ты вот хорошо отметила, что ни в каком возрасте она себе не нравилась, то есть это было и раньше, и косметология здесь вообще то есть ни при чем. Точно так же, как и... Другой специалист нужен. Да, там реально другой специалист нужен в таких ситуациях, наверное, да, то есть работа уже с чем-то более глубинным. А так еще вопрос, а чем вообще вот, например, аудитория, условно, клиенты в Москве, ну как бы это ни звучало, отличаются от клиентов в Якутске или нет разницы? Есть некоторые отличия. Здесь пациенты приходят уже заведомо испытывая какую-то лояльность в плане доверия. То есть Здесь, уже они пришли готовые работать. А пациенты в Москве, когда приходят, у нас идут сначала очень длительные консультации, потому что они должны вот проникнуться, они должны поверить, да, и вот эту веру, так сказать, в себя и доверие его нужно заслужить и заработать. Ну и потом уже... Потом уже не отличаются. Но вот этот этап, я понимаю, да, я понимаю, потому что город очень большой, выбора очень много, и иллюзий выбора много, да, поэтому приходят и, так сказать, травмированные прошлым опытом, приходят просто напуганные, ничего еще не делавшие. Ну, разные. А земляки наши приходят Конечно. часто? Мне кажется, я бы пошла к кому-то. Своему, да. да, то есть я тоже бы, наверное, выбрала Но так. отличается, у нас вот подруга переехала в Москву, и она говорит, что там не ставят уже ботокс по точкам, что это вообще процедура умершая, и делают full face, вот работают вместе с шеей, со спиной, все вместе, что это как бы с мышечным каким-то каркасом, как-то очень красиво. Я здесь у нас спросила, мне сказали, глупости московские. Глупости нет? Что касается спины, есть действительно такая процедура, но она по регламенту не разрешена для инициирования косметологами. То есть это делают неврологи, да? То есть в лечении своих... Мигрень лечат. Да, мигрень вот. У меня лечат. знакомая по ОМС поставила себе ботокс на всю голову от мигрени.
Круто. в больнице. Да, то есть у нас есть разграничение того, что делает косметолог, что делает невролог, ну и в офтальмологии тоже используется. Вообще первое, откуда начал использоваться ботулотоксин, это была офтальмология. И что касаемо full face, это ну, просто все лицо, да, все лицо. Кто-то, не то чтобы кто-то готов, кто-то не готов, просто иногда показания очевидны, да, и, например, человек, вот у меня не поставлен ботокс, я вам сейчас все покажу. Собственно, когда пациент, например, напрягает шею, и мы видим такие, да, девочки, вот, и мы видим вот эти вот тяжики. Это просто не всегда даже бывает у определенных лиц, то есть у кого-то не выражены эти тяжи платизма, а кто-то разговаривает и вообще уже вся шея в конкретном напряжении. Да, я видела такое. Дело в том, что платизма – это большая плоская мышца, которая начинается в области ключиц, и она прикрепляется к овалу лица. Почему ее расслабляют? Да потому что она в гипертонусе подтягивает лицо вниз, поэтому, то есть, назначение этого, оно логичное, оно объяснимо, оно правильное. И единственное, что может быть, ну, там, до 30, там, не знаю, 2-3, да, еще актуально ставить, например, верхней трети лица, потом уже в какой-то момент нужно подключать и нижнюю треть лица тоже. Кроме того, я сказала, нижняя треть, я оговорилась, шею, нижняя треть тоже выключается, да, то есть когда нам нужно гиперфункцию подбородочной я вот мышцы. ставлю, у меня вот здесь морщина такая. Кроме того, это мышца, опускающая угол рта, расслабляется, а вот по отношению жевательной мышцы, вот я отношусь к той категории врачей, которые не индицируют жевательную мышцу, потому что нарушение деятельности, наверное, в зубочелюстной системе, этим занимается врач-стоматолог, и конкретно врач-гнатолог, да, то есть и ортодонт, ортопед, гнатолог. Это их прерогатива, это они выстраивают положение челюстей относительно друг друга, положение нижней челюсти относительно черепа и делают вот этот вот, так сказать, красивый угол челюсти, это стоматологи. Когда мы говорим про косметологию, это точечное добавление объема филлера, ну, например, когда ее нужно выдвинуть конкретно, то есть использовать большой объем филлера, но это нелогично, неправильно и, ну, может быть, даже неэтично, да? Нужно отправить целенаправленно к тому доктору, который может данную проблему решить. Ничего То есть себе. можно ставить в итоге, если прям к ботоксу вернемся, можно ставить и точечно, можно и full face, да, делать, кому как лучше. Да, в одну точку он вообще в принципе никогда не ставился. То есть в одну точку он ставится куда? Ну вот в определенную мышцу. И то у мышцы есть начало, да, и, в общем, место крепления. То есть она идет от кости и крепится к коже. Понимаете, мы должны и глубоко ее индицировать, и поверхностно, да, в нескольких местах ее крепления. И таким образом наступает вот это расслабление. То есть так, чтобы ботокс индицировал в одну точку на лбу и все лицо расслабилось, такого не бывает. Звучит как сказка, но было бы чудесно, конечно, потому что оказалось, что это больно. Ну, то есть не прям больно, но можно испытывать какие-то неудобства. В общем, у нас эфирное время заканчивается, но, Жалко. Инна, с тобой мы... Я не договорила. Да. У нас еще очень много к тебе вопросов. Вот. Поэтому я надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить и что-то обсудить. И вообще я тебе очень благодарна. Я думаю, Саша тоже, да, Очень, благодарна. да. Потому что это реально было полезно. То есть не просто там косметология это, а реально практические советы. Мне кажется, люди вообще услышали много новых слов сегодня. И мы в том числе образовываемся вместе с нашими гостями. Большое тебе спасибо, что ты прилетела. Спасибо, что пригласили. Да, вообще классно. И приезжай еще, мы у тебя еще что-нибудь поспрашиваем. Будем очень рады. Просто я знаю, что у тебя есть рубрика еще, да, на Ясе. И у тебя есть такие короткие видео образовательные для наших зрителей, для наших подписчиков. Поэтому надеюсь, что эта рубрика будет продолжаться. Большое тебе спасибо. И всего хорошего в твоих профессиональных начинаниях. Пусть все будут самые красивые всегда. Да, спасибо. И уверенные. Все, пока-пока.